Вячеслав Гайзер дал интервью национальному телевидению КНР. Журналисты назвали наш регион одним из самых богатых углем и древесиной, где есть и перспективное направление – туризм. Кроме того, в Китае о нашем регионе теперь знают и по нетронутым лесам, что не могло удивить китайских бизнесменов. Евгений Ракин продолжит. Коми прежде всего лесной регион, и неудивительно, что свое интервью китайский репортер начал именно с вопроса, а что готова предложить инвесторам республика в лесной отрасли. В ответ Вячеслав Гайзер заявил, деревообрабатывающая промышленность в Коми является основной и одной из самых развитых. При этом сырьевой базы хватит еще надолго. Сегодня местные предприятия используют лишь 25% расчетной лесосеки. У нас есть куда расти с точки зрения заготовки древесины, ее переработки. У нас есть достаточно проработанные проекты по строительству новых целлюлозно-бумажных комбинатов. Мы их видим как два возможных еще на территории республики, но считаем наиболее проработанным на сегодняшний день, и в том числе обеспеченный экономически доступной лесной базой один в Троицко-Печорском районе. Главное богатство республики – лес. Не просто пиломатериал, заявляет губернатор. Это легкие всего северо-запада, поэтому правительство Коми придает большое значение не только промышленному его освоению, но и охране от браконьеров и пожаров. Это один из приоритетов республиканского правительства, потому что полномочия в области лесных отношений, они сегодня в Российской Федерации переданы на уровень субъектов, и поэтому вся служба лесная, которая отвечает за все эти виды работ, начиная от лесничех и кончая лесопожарными центрами, пожарно-химическими организациями, пожарно-химических станций, сил быстрого развертывания, систем видеонаблюдения, авиационные авиапатрулирование и так далее. Это все наша компетенция. Мы сейчас активно этим занимаемся. Еще одно приоритетное направление – туризм. Для нашего региона эта отрасль довольно молодая, но очень перспективная. Уникальная северная природа и чистый климат, красивые ландшафты и самобытность местного населения. В Коми есть чем удивить любителей попутешествовать. Однако в силу слаборазвитой инфраструктуры туристическая отрасль и нуждается в инвестициях. Мы сами делаем определенные шаги в том, чтобы развивать вот эту новую инфраструктуру, которая будет действительно на современном уровне дать возможность туристам посещать республику, получать удовольствие от общения с этой природой. Тем не менее, мы предлагаем инвесторам приходить сегодня и делать вложения, формировать инфраструктуру под свой же поток туристический, который можно, соответственно, дальше заводить, обслуживать и, так сказать, иметь с этим нормальный бизнес. Тот, кто, как у нас говорят, кто смел, тот съел, да? Кто первый пришел, тот и сливки снимет. Поэтому в этом смысле я считаю, что это очень интересное было бы направление, возможное, да, для китайских инвесторов. Наш регион привлекает китайцев и как крупнейший в северо-западе образовательный центр. Здесь готовят специалистов самых разных направлений. Особенно в Поднебесной не хватает инженеров. Это классический наш, так сказать, университет в классическом понимании Сыктывкарский. Технический университет, который в Ухте готовит кадры для нашей промышленности, в первую очередь, инженерные. И что в этом смысле ценно, это то, что сама база для практического, так сказать, освоения, да, этих специальностей, она находится тут же, в связке с теми предприятиями, для которых готовят этих специалистов. Нефтяники, газовики, горняки, потому что Воркута, горный факультет, тоже, соответственно, к этому университету относится. Отдельный лесной институт, который дает возможность подготовки кадров для леса, для лесопереработки, все, что с этим связано. Опять же, учитывая это богатство лесное и практическая возможность, да, пощупать, применить многие возможности разработок, новых направлений здесь. Это тоже у нас, но и наша Академия государственной службы государственного управления – это то учебное заведение, которое дает возможность готовить современных чиновников. Грамотные и квалифицированные менеджеры всегда в цене, добавил Вячеслав Гайзер. Ведь от уровня государственного управления зависит и эффективность экономики, и благосостояние граждан. Евгений Ракин, телеканал Юрган.
Сегодня делегация республики уже возвращается в Коми, а накануне вечером в пекинском представительстве информационного агентства РИА Новости прошла большая пресс-конференция Вячеслава Гайзера. В ней принимала участие СОБКОР РИА Новости в Коми Дарья Шучалина. Она входила в состав делегации и поделилась с нами своими впечатлениями, в том числе как общественник. С учетом того, что визит правительственной делегации Республики Коми в Китай носил ознакомительный характер, можно говорить о том, что, в принципе, поездка прошла достаточно продуктивно. Ну, а насколько удачно, это, конечно же, покажет только время. Прошло очень много встреч и в посольстве, и в Российском культурном центре. По моим подсчетам, участие приняли около 300 представителей китайской стороны, от научных кругов, культурных, образовательных, ну а главным образом, конечно же, бизнесмены. Это потенциальные инвесторы в экономику Республики Коми, и, безусловно, они были для нашей делегации очень интересны. Напомним, Коми представила бизнес-сообществу Китая около 200 проектов на общую сумму в $30 миллиардов. По информации, прозвучавшей в Пекине, если хотя бы треть из них заинтересует китайскую сторону, рабочую поездку в КНР можно считать очень успешной. Подробности визита губернатора в Поднебесную мы сообщим уже в эту пятницу в программе «Время итогов».